окончания Отечественной войны народов Абхазии буквально через год, а именно 26 ноября 1994 года была принята Конституция Республики Абхазия. Практически все послевоенные годы рассматривалась конституционная реформа. Но, как сегодня выступаете, как председатель Абхазского народного движения. Также у нас в гостях Аста Муртания, историк, политик, член комиссии по конституционной реформе. Батал Иванович Топаго, вы также принимаете активное участие в комиссии, депутат Народного собрания Республики Абхазия. Наверное, хочется начать все-таки, как все это начиналось. И вопрос к Саида, к вам. Когда создавалась комиссия, с чего вообще начиналась работа, какие первые этапы вы проходили? Понятное дело, что после того, как было принято решение о создании комиссии, у нас, естественно, как и весь мир, охватила пандемия. Какой-то промежуток времени пришлось отложить все эти дела. Но когда вы приступили к работе, с чего вы начали? Как вы сказали, добрый вечер. Хотела поздороваться. Хотела, воспользоваться случаем, поздравить граждан Республики Абхазия с наступающим праздником. Это государственный праздник, поистине государственный праздник, потому что Конституция – это наш основной закон. И вот завтра у нас как раз этот вот праздник посвящен ее принятию. Работа у нас по реформированию началась с принятия, как вы уже сказали, в октябре прошлого года указа президента о создании комиссии по конституционной реформе. Были определены члены, назначил руководитель комиссии. Было первое наше заседание. Мы все с членами комиссии, в том числе с присутствующими здесь, начали думать, по какой методологии мы будем заниматься этой работой. В принципе, эта комиссия, до этого тоже уже были созданы комиссии, уже был какой-то определенный опыт уже наработан. И поэтому нам было уже на что опереться. В первую очередь, конечно, нам необходимо было определиться, в каких направлениях мы будем, какие сферы правового регулирования будем в первую очередь изучать, и какие именно элементы, какие именно главы Конституции мы будем в первую очередь анализировать и предлагать свои изменения. И мы решили все с членами комиссии, что первым блоком, который для нашего изучения будет рассмотрен, это система сдержек и противовесов между законодательной и исполнительной властью. После того, как мы определились с первым таким направлением, мы попытались определиться, как же мы будем принимать решения в рамках комиссии. И поэтому в первые несколько наших заседаний комиссии, наши заседания проходили таким образом, что у нас были докладчики по тем или иным формам правления, по тем или иным системам, которые используются в других зарубежных странах. Мы обсуждали используемые системы, используемые формы правления в других странах, определяли их положительные, негативные черты системы сдержек и противовесов, в чем их преимущества, в чем их недостатки. И в конце концов, через буквально, наверное, 4-5, заседаний мы определились уже с основополагающей системой, которую мы будем уже более детально изучать. И вот с этого началась наша работа. Уже потом детально в рамках заседаний мы обсуждали какие-то элементы уже в рамках выбранной системы. И здесь уже мы предлагали свои варианты, у кого-то кто-то был не согласен. Мы постепенно пытались приходить к какому-то консенсусу. И в рамках комиссии мы избрали для себя такой вариант принятия решения, потому что большинством. Даже если кто-то из членов комиссии говорил, что с каким-то элементом, с чем-то он не согласен, но ввиду того, что принимается большинством, мы как бы пытались прийти к какому-то единому консенсусному мнению. И вот все-таки к чему вы пришли, с каким документом, да, вы, можно сказать, пришли к президенту, который был представлен на рассмотрение, если для обычного обывателя, чтобы было понятно, о чем там идет речь? Это все-таки убрать нужно какую-то определенную должность или распределить какие-то полномочия для того, чтобы все-таки нашему обывателю было понятно. А сейчас о чем идет речь? Вот буквально, наверное, недели 2 назад была встреча президента с участниками, членами комиссии. Мы были готовы предложить первый блок, изучив наших предложений, да, когда мы уже поняли, что по каким-то положениям мы уже пришли к какому-то единому мнению. По инициативе президента была организована встреча с участниками комиссии, где была возможность всем членам комиссии выступить, определить свою позицию, высказаться по каждому вопросу. И, в принципе, все
все члены комиссии, ну, большинство членов комиссии сказали, что они поддерживают те предложения, которые в итоге были в рамках небольших тезисов представлены президенту. Я думаю, что так как мы понимаем все, что конституционная реформа, реформа главного, основного закона страны, это не такой уж простой и не такой быстро, нельзя ожидать быстрого результата, в первую очередь мы должны были определиться вот с этими основными тезисами. После того, как мы уже определимся с тезисом, надо будет эти все тезисы закрепить уже нормативно, определить в форме поправок Конституции. Это уже второй этап работы, то есть вначале мы должны прийти к какому-то консенсусу по тезисам, а потом уже отразить это в форме поправки. В принципе, что касается глав 3 и 4 по законодательной исполнительной власти, мы уже к этим такому более-менее единогласному решению, в принципе, по основным позициям пришли. И уже отразили. И для того, чтобы было поправки. понятно, что из себя представляет вот 3 и 4 поправки, о чем идет там речь? Значит, речь идет о том, наша самая главная задача, конечно, в любой работе, это определить, что мы хотим, чего мы хотим добиться в итоге. Ведь конституционная реформа не цель ради цели. Мы должны понять в конечном итоге ожидаемый результат. Ожидаемый результат – это оптимизация системы управления, сделать так, чтобы решения принимались быстро, оптимально, чтобы сама система госуправления была эффективной. И для этого вот как раз это нами двигало. Конечно, есть разные пути достижения этой цели, но цель такая. Поэтому мы попытались определиться с основными элементами нашей системы, которые у нас сейчас есть. И это не только система законодательной исполнительной в целом как система, то есть есть законодательная, исполнительная, судебная власть, есть сейчас органы, которые не вошли ни в одну из ветвей власти, есть органы местного самоуправления. Мы попытались определить взаимоотношения между этими системами. И в рамках пристально наш первый блок, это было, мы обратили внимание на то, как же будет взаимодействовать в рамках исполнительной власти внутри, как она будет организована. То есть взаимоотношения президента, кабинета министров и Народного собрания, парламента. Есть ли возможность как-то оптимизировать эту систему, которая на сегодняшний момент есть. И обсуждалась система необходимости либо целесообразности существования такого коллегиального органа, как кабинет министров, возглавляемый премьер-министром и вице-премьерами, как единый коллегиальный орган. Обсуждалось взаимоотношения между аппаратами администрации и аппаратом кабинета министров, есть ли возможность там оптимизировать взаимодействие, есть ли возможность в рамках взаимодействия между исполнительной властью в лице возглавляемым президентом, да, и под его руководством премьер-министром и кабинетом министров и министрами взаимодействие с парламентом наладить более эффективно. И вот в этой всей обсуждался вопрос о целесообразности такой должности, как вице-президент Республики Абхазия. И вот, кстати, самая модель, которая была принята за основу, вот Астамур Георгиевич предложил именно эту модель, и мы в рамках предложенной модели начали обсуждать ее плюсы и минусы в части возможного упразднения кабинета министра как коллегиального органа в целом. И если предположили, что, возможно, эта система будет выглядеть примерно таким образом, как исполнительная власть будет возглавляться президентом, и непосредственно следующий уровень – это руководители центральных органов госуправления. И посредством, и будет некий аппарат или администрация, которая объединяет все эти министерства, в рамках которой взаимодействие между элементами принятия решений будет оптимизировано и во времени, и в процессе методологически. Поэтому мы вот именно эти моменты обсуждали. Спасибо большое. Вот, Астамур Георгиевич, хотел бы, чтобы вы уточнили вот ту программу, которую вы предложили, насколько она отличается, насколько она для нас приемлема, и как вы все-таки оцениваете работу, которая была уже проведена? Ну, я думаю, что мы неплохо поработали. Что касается, собственно, проекта, который лег в основу тех предложений, которые мы направили президенту, вот, он на самом деле не новый. Первоначальный проект нашей Конституции, который приняли в 1994 году, который готовил Астамур Абба, вот, он выглядел примерно так, как то, что мы сейчас предложили. То есть мы провели своего рода деконструкцию, да, и пришли к первоначальному тому проекту. Понимаете, вот эти нововведения, которые по ходу работы над Конституцией 27-летней давности, вот,
были введены, они были связаны с непростой политической ситуацией, в которой Абхазия находилась. Вот. И были призваны сыграть роль такой амортизатор вот, между президентом и обществом. Вот, так бы я выразился. Это была необходимость, оперативная была необходимость. Но, как показала практика вот, дальнейшая, кабинет министров, он фактически превратился в лишнее звено. Потому что фактически происходит дублирование функций на разных уровнях. Первый уровень министерства, дальше идет аппарат Кабмина, потом идет администрация президента. Из администрации президента это все может быть возвращено в обратном направлении. То есть, с одной стороны, получается так, что много дублирующих кадров, то есть раздутый аппарат, а с другой стороны непонятна ответственность, потому что по нынешней Конституции администрация президента вообще не является органом государственной власти, и она не может де юре нести ни за что ответственность, хотя реальные рычаги власти сконцентрированы именно в администрации. То есть получается такая немного перекошенная система, где непонятно, кто несет ответственность, как долго эти решения могут проходить, как бы гулять по коридорам власти. Вот. Поэтому мы пришли к выводу. И потом, если так получается, что самые лучшие кадры, они стремятся попасть именно в администрацию президента, потому что реальная власть там сконцентрирована. Вот. Да. Поэтому мы пришли к выводу, что вот это лишнее звено в виде кабинета министров, оно лучше его упразднить. А как повысить контроль над деятельностью исполнительной власти? Ну, это со стороны парламента. Ну, во-первых, это через утверждение руководителей центральных органов власти парламентом. Вот. Они должны будут выступать со своими программами публично. Это тоже развивает публичную политику. У нас дефицит публичной политики. Вот. Но если, допустим, президент все-таки будет 2 раза настаивать на своей кандидатуре, он сможет ее назначить. Но через полгода парламент возвращается к этому вопросу, и его решение, парламента, решение по кандидатуре будет носить окончательный характер. Вот. В общих чертах, я думаю, да, вот, ну, так что еще раз хочу подчеркнуть, что мы фактически вернули, наш проект, он является близким к тому изначальному проекту Конституции, который у нас готовился еще 27 лет назад. Батал Иванович был непосредственным участником этой да, работы. вот вы все-таки, наверное, можете точно сказать, насколько это вот сейчас отличие, вот, которые выносятся, или все-таки изначально Конституции, которые поправки были вносились, может быть, утверждались и так и не попали туда, как они все-таки отличаются? Ну, не совсем так. Начнем с того, что не надо забывать, что это был 94-й год. Это переход от советской системы и к созданию нового что-то. Но невозможно просто взять, выкинуть тот опыт, который был до этого в управлении. Кабинет министров – это некий тот же совет министров, который был. То есть был такой плавный, скажем, переход. Что же касается того, что говорит Астамур, да, значит, предполагался первый вариант без премьер-министра напрямую. Был такой вариант. Но есть вещи, которые можно, знаете, так обсуждать, и есть теоретические понимания, есть практические практика жизни, и когда ты с этим сталкиваешься, там встают другие проблемы. Есть понимание, что президент при той системе, при которой на сегодняшний день мы предлагаем, он должен быть очень серьезно подготовлен и быть в плане экономики, в плане правовой там, и разных вещей. То есть всех структур как бы управленческих. В тот период надо признать, что были очень серьезные специалисты в разных областях, которые очень хорошо знали это. И уровень их подготовки позволял поручать им, собственно говоря, вести непосредственно самим управлением.
И именно Кабинет министров принимал решение. Не было того момента, что, предположим, администрация президента могла давлеть, потому что министры, по крайней мере, того периода, я сам был министром, напрямую, ну, собственно говоря, и сейчас так, но тогда был контакт совсем прямой с президентом. Там не было министров, которые, предположим, предложил премьер-министр. Это не являлся кабинетом министров премьер-министра, который пригласил, там, скажем, министра. Это непосредственно и тогда, и сегодня не назначает президентом, естественно, но немножко другое соотношение было. И поэтому проблем это не вызывало. И надо признать, что смена премьер-министров, ну, мы же правду говорим, да, иногда позволяла некоторые вещи, скажем так, спустить пар, и не без этого, и такое бывает в обществе. Это сегодня, как бы, многие вопросы легко кажутся. А те годы, я извиняюсь, там, главы администрации, министры, они не только занимались своей прямой обязанностью, они еще формировали людей для того, чтобы охранять границу. Там было миллион проблем, непосредственно не касающихся их. Например, могу сказать из опыта, что главы администрации фактически вынуждены были формировать бюджеты своих районов, и они не ждали, что дадут, предположим, с республиканского бюджета, потому что республиканский бюджет формировался как раз-таки ими. Сегодня это немножко по-другому. И тогда проблемы были немножко другого характера. Блокада. Это все вот эти вещи как бы помогли, можно говорить плохо, но все-таки это помогло пережить, эта система дала возможность нам пережить. Вполне вероятно, может быть, сегодня я вообще, резюмируя вот то, что Конституционная комиссия по конституционной реформе, что там резюме немножко, на мой взгляд, другое. Не главное то, что президент непосредственно без кабинета министров, а непосредственно сам будет принимать решения. Это тот же кабинет министров, по большому-то счету, если на практике взять. Потому что те же министры и тот же президент. Просто, может быть, функции меняются, скажем, администрации президента. Как правильно сказал Астамур, они просто не будут заниматься тем, чем они не должны заниматься. То есть это не то, что дублирование, это некий, скажем так, контроль над теми принятыми решениями, которые приходят, потому что окончательную точку ставит президент. У нас президентская страна. Если я не права, вы... Здесь произошел другой момент. Вот в этой реформе самое главное то, что уровень, вернее, не уровень, значит, значение парламента становится другим. То есть на сегодняшний день президент должен будет, если, значит, будет принято, предположим, это предложение, если как бы пройдет, парламент будет принимать решение, и президент будет непосредственно консультироваться с парламентом при предложении кандидатур на должности министров. То есть там прямо предусмотрено, где значит, кандидаты в министры будут проходить парламентские слушания. Они, естественно, будут открыты и так далее. То есть это уровень поднимается. Вот вырастет ли уровень, это ведь вперед шаг. Значит, теперь уже у наших граждан, избирателей, значит, непосредственно избирая депутата, своего представителя, они напрямую этот депутат принимает и несет тоже определенную ответственность, когда он голосует за того министра или за другого министра. То есть вот здесь, вот, на мой взгляд, как бы главный вопрос вот в этом. Потому что президент всегда может вызвать министра, там это все равно министр, которого назначил он. А вот здесь вот встает вот такой вопрос. Вот насколько это будет жизненно, как это будет жить, я не могу точно сказать. Потому что мы не знаем качество парламента, как это будет. Значит, как эти кандидатуры будут рассматриваться, какие интересы, потому что у нас без интересов ничего не бывает. Вот. Вопрос о том, чтобы
поставить, ну, на референдум, может быть, не знаю как, ну, по крайней мере, некий Но такой... сроки сейчас какие-то же называются о том, что когда все-таки это все может заработать. Если не ошибаюсь, это 2025 год. Понимаете, эти поправки, Можно даже раньше. если принять их сегодня даже, они же не могут там автоматически, же, да, там ряд нужно процессуальных. принять закон о порядке вступления в силу Конституции, в котором будут расписаны сроки вступления тех или иных поправок. Потому что для того, чтобы осуществить, у нас масса законодательных актов, в которых присутствует Подзаконных актов очень много. кабинет министров. Вот. Поэтому это все нужно будет тоже реформировать, если будут приняты эти поправки, понимаете? Поэтому мы считаем, что если будут приняты эти поправки, то они должны вступить в силу уже после следующих президентских выборов 2025 Нет, принять года. можно, принять. Да, принять можно Принять сейчас, можно. а вступят в силу в 2025 Можно и году. раньше, в принципе. Адгур Эмиранович, у вас какое видение в этом вопросе все-таки? Что вы предлагаете именно в этом направлении? Насколько мне известно, ну, вы в свою бытность предлагали очень много разных концепций, но, как Программ. известно, да, ну, не дошли до определенных кабинетов, как вы сами говорите. Сейчас вот как вы это все видите? Спасибо. Добрый вечер всем. Я присоединяюсь к поздравлениям Саида Рушнина. Поздравляю наших граждан с наступающим праздником, Днем Конституции. Это действительно великий праздник. Что касается здесь вышесказанного и наших инициатив, прежде чем начать, я хотел бы сказать о сегодняшнем эфире, наверное, будет правильно сказать и справедливо, почему он сегодня состоялся. И это позитивная нота. Мы обратились, у нас создан новый союз политический. Мы обратились с письмом на имя руководителя АГТРК о том, что, ну, на наш взгляд, назрела необходимость вот таких вот прямых эфиров по обсуждению наиболее актуальных вопросов, волнующих наше общество. К сожалению, ну, сегодня я думаю, что нам нужно было обсуждать более такие насущные проблемы, как энергетика, там, люди без света. Мы сидят, готовимся к этому, да, у нас ну, эфиры мы будут. договорились о том, Да. что вот да, сегодня в преддверии Дня Конституции мы будем эту тему Я обсуждать. сама лично провожу эфиры, да, в И связи. мы благодарны и руководству абхазского телевидения. Я здесь от лица этого союза, но представляю организацию, которую имею честь возглавлять. И в рамках этой организации действительно были предложены некие изменения, которые касаются системы государственного управления. Я бы не называл их конституционными там, реформами, потому что я, к сожалению, не могу разделить здесь оптимизма, связанного с тем, что именно Аслан Георгиевич Бжаня взялся очень конкретно за эти изменения. Потому что и вот Астамбул Георгиевич, когда говорил, вот нужно принять закон, потом еще один закон о вступлении в силу, потом еще один закон. Понимаете, мы уже тут сколько-то, очень много лет, сейчас не в обиду никому, там, прошлым, нынешним, будущим, обсуждаем одно и то же. По сути, ведь оно называется конституционная реформа, но по сути здесь мы в конституционные таких серьезных сдвигов, которые можно на референдум выносить, их нет. Президентская страна у нас есть, республика, она и остается. Власть на сегодняшний день полностью сконцентрирована в руках главы государства. Это никак не меняется. Единственное, он будет, да, согласовывать с парламентом. Я сейчас выражаю свое мнение нашей организации. Я считаю, что этот шаг немножко поспешный, потому что я бы туда вообще пока не лез, потому что нужно провести реформу избирательного законодательства в части парламента, подготовить сам парламент, чтобы это не превратилось в то, чтобы группа депутатов ходила, там, лоббировала свои личные интересы. Если ты нам не дашь этот там, подряд, субподряд, мы за тебя не проголосуем. Я вам говорю как практик. Теперь, что касается текущей ситуации. Вот Конституционная комиссия была создана там, 9 октября, год назад. Но никто не мешает уже сейчас, даже вчера, начинать реализовывать вот те идеи, о которых было здесь сказано. Ну, необходима ли конституционная реформа для того, чтобы, допустим, упразднить или там, объединить аппарат Кабинет министров с администрацией президента в единый орган? Я думаю, нет, это делается по-другому. Нужно ли менять Конституцию для того, чтобы изменить структуру действующей власти?
Кабинета министров. Это делается указом президента. То есть, когда здесь же тут надо говорить еще о том, что я почему говорю о том, что я не разделяю оптимизм по поводу Аслана Георгиевича, потому что есть же у нас еще элемент воли должен быть. Воля на чем основана? На желании и возможностях реализовать те или иные реформы. Это непростые вещи. На практике действующий глава государства, при всем моем уважении, в период своей политической и активной деятельности очень сильно критиковал и говорил о том, что у нас раздутый аппарат, что у нас очень много министерств, что было такое. Но придя во власть, он еще больше увеличил количество министерств, количество вице-премьеров, в администрации президента. То есть сокращений нет. Для этого нужна конституционная реформа? Нет. Для того, чтобы сократить количество министерств, никакая конституционная реформа не нужна. Ведь когда мы говорим о конкретной реформе, вы, Аслан Георгиевич сказал, что закон, да, я согласен, на практике это все нужно, это техническое обеспечение изменений. Но во главу угла мы должны ставить одну вещь. Вот главное, данное, вот то, что я слышу, и то, что мы предлагаем, это увеличение эффективности системы государственного управления. В первую очередь касается исполнительной власти. Вот эффективность, она выражается в чем? Бенефициары, получатели услуг государственных или те люди, которые это наши граждане. Вот мы должны перед собой поставить конкретные задачи. Там, увеличить экономику в 2 раза, там, увеличить качество образования, именно качество образования, качество предоставления медицинских услуг, здравоохранения. Вот мы когда анализируем все это и видим, почему это не так, и почему сегодня, до сегодняшнего дня мы этого не добились. Есть объективные причины, есть субъективные причины. Вот когда мы это все раскладываем, мы понимаем, что вот есть здесь лишние звенья, которые не дают на этом этапе реализовывать вот эти вещи. Вот вы говорили о том, что мы предлагали ряд инициатив. Да, вы правы, очень много инициатив, ну, много-мало сейчас, предлагали ряд инициатив программ, в том числе там 25 шагов. Я ссылалась на Да. ваши, да, вы И я почему выступали, говорю, я говорили. сейчас хочу просто вот из практики, как бы о наболевшем. Говоря о экономическом развитии, мы же в Министерстве экономики работали, мы говорили о экономическом развитии, там, предлагали программы и так далее. Но когда мы столкнулись с тем, что даже принять программу, это большая проблема А в чем, действующем... по вашему мнению, заключалась вот это? Вот, чтобы не получилось так, что вот мы И вы же говорим, сами говорим, говорите сейчас, да, и вот что даже рассыпается. принять проблема Вот. будет. В чем вот заключается смотрите, эта Говорить, проблема? декларировать легко. Да, вот смотрите, программу, мы как Министерство экономики, мы исполнители. Но вся система вертикали власти построена таким образом, что вот в тех условиях, о которых говорил Батал Иванович, послевоенный период, блокадный период, та система, которая была, она, я считаю, что очень хорошо справилась с той задачей. Вывести народ из блокады, где-то действительно и надо было и пар спустить, там премьера поменять. Эти задачи были реализованы, и все, кто в этом участие принимал, низкий перед ними поклон. Но сейчас уже новый этап. Сейчас нужна динамика, здесь нужна скорость и качество принимаемых решений. Конечный получатель, еще раз говорю, это наш гражданин, который сейчас сидит без света. Понимаете? И вот говоря об ответственности, которая не существует. Вот президент проводит И вот вы говорите ряд о том, что вы совещаний. лично с чем столкнулись, почему вот ваша идея все-таки не нашла Я же выход? объясняю, что вот та вертикаль власти, которая сегодня существует, она, если то время, о котором говорил Батал Иванович, там была вообще и подход, наверное, другой был. Сейчас вот эти все должности, которые на тот период времени носили технический характер, может быть, да, я предполагаю, министр не был политической должностью, или премьер-министр не был политической должностью. Это был функционер, профессионал своего дела, который знал четко, чем он занимается. Сегодня вот эта политическая эволюция за послевоенный период, порядка, наверное, 2003-2004 год, вот с того периода, вот эти должности стали наполняться политическим смыслом, политическим содержанием. О чем я говорю? То есть во главу угла начали ставить не профессиональные стороны качества человека, а какую-то там фамилия у него большая, там, вот это село за него больше проголосует. И вот я тебя сделаю там министром экономики,
а тебя сделаю премьер-министром, ты мне там столько голосов. Вот к чему мы пришли. Но по факту, распределяя вот эти технические должности по политическим соображениям, мы получаем на практике, что назначили, указ подписали, все по кабинетам сели. Но вот от них-то с чего мы ждем? По их регламенту, по конституционному закону о кабинете министров, у них стоят задачи, а задачи не всегда, возможность реализации задач, профессионализм не всегда совпадает с политическим весом, скажем так. А действующий глава государства, почему у меня нет оптимизма? Потому что мы выборы 2020 года проходили вместе. Я непосредственный участник этих мероприятий. Я помню, когда должность премьер-министра была выставлена открыто на торги. И вот ее, можно сказать, забрали за то, чтобы войти там в союз. Я думаю, что у вас тоже участвовали в торгах. Нет, Насколько мне известно, по крайней мере. вас дезинформировали. Кстати, вот это распространенный миф, который вот взрослые люди, почему-то знающие хорошо меня, не удосуживаются меня, которые что видят, плохого, собственно видят говоря? меня по 10 раз на дню, спросить меня лично, а потом где-то в эфире повторяют. Никому лично я должность премьер-министра не предлагал и тем более не продавал. Считаю это неправильно, потому что по Конституции глава государства, тот, кто там собирается работать на народ свой, он не может связать себе руки и сидеть там, значит, как мы сегодня это видим. Что, еще раз говорю, что нас подвигло прийти, вот 25 шагов мы делали программу, это чисто экономическая программа. Но когда мы столкнулись с этим, мы параллельно с этим предложили реформу государственного управления. В принципе, то, что мы сегодня предлагаем, это продолжение того. Кабинет министров, премьер-министр, его аппарат, в силу того, о чем я сейчас говорил выше, это некий такой, понимаете, некий центр силы. Все зависит уже от личности. Более там какой-то авторитетный, влиятельный, он больше решает. Менее, и вот это постоянно конкуренция между... Вы, получается, столкнулись с человеческим фактором просто. Так получается, что все идеи рассыпались С именно вот несовершенством системы мы столкнулись. И не только мы, многие из тех, кто пытался что-то сделать. И сегодня то, что говорится о том, что нужно упразднить должность премьер-министра, да, мы это тоже предлагали. Аппарат кабинета министров включает в себя ряд подразделений, которые точно такие же подразделения находятся в администрации президента. Более того, что самое страшное, о чем здесь не сказал Астамур Георгиевич, что самые лучшие кадры стремятся в администрацию. Администрация президента практически ни за что не отвечает. Понимаете? Отвечают министры по их положению, по регламенту. Но решает администрация президента. По сути, это появляется, знаете, размытая ответственность. Вот проводят совещания, вот сейчас глава государства, ряд совещаний, там приказы были. Кто несет ответственность? Вот кто конкретно, вот недавно было совещание опять по майнингу, было сказано, что передать там списки туда, выйти сюда. Вот кто конкретно за это несет ответственность? Функционально кто отвечает за это? Ну нет, вот народ должен знать об этом. Конечно. Ну я не знаю, например. Меня сложно упрекнуть в том, что я не слежу за тем, что происходит. Я всегда внимательно за сайтом администрации президента, кабинета министра, все новости читаю, но там нет персонально ответственных людей. И это сейчас не упрек. Будущим министром, я извиняюсь, что ребята, у вас же там очень много своих было распоряжений, правильно? И инструкции, тем более Минэкономики включает очень много. Это же вы согласны с тем, что это же надо уже перевести на другое? Вы же не можете это выбросить. Будучи министром экономики, вы можете Это у открыть всех сайт. министерств, не только у вас, у всех. Да, наверное, у всех министерств. Конечно. Будучи министром экономики, вы сайт Министерства экономики можете открыть прямо сейчас, вот с любого гаджета и посмотреть. Мы план на год вперед утверждали. Более того, по завершению года мы отчитывались публично о том, что было сделано. Структура была раскрыта. Все наши Если приказы. вы переходите на другую систему, не кабинет министров, а, предположим, к той новой, что говорится, предлагается, вы должны все это поменять. Вы не можете, потому что это принималось решением правительства, а теперь это будет приниматься указом президента или же министром непосредственно. То есть меняется система ответственности, она не меняется, потому что министр за что отвечал, но вся структура меняется. Нет, в этом смысле я вам не оппонирую, Батал Иванович. Это Нет, наоборот, я просто говорю, в наших предложениях это и сказано, что сегодня есть некая прослойка, которая она никак не нужна. Никак не нужна на практике. Министры — это рабочие лошадки, пускай никто не обижается, я сам был министром. Президент, глава государства,
И вот вы сказали, нагрузим президента. Ничего мы не нагрузим. Вот все, что сейчас на нем есть, оно так и остается. Просто ответственность у него увеличивается перед народом. У него не будет возможности сказать, что, ребята, вы знаете, вот как Батал Иванович здесь сказал, что пар выпускать. Вот премьер-министр плохой, а я вот хороший. Нет, ты глава государства, тебя выбрал народ. Иди и отвечай перед Так своим министра народом. уволит, какая Да, разница? министра То же уволит. самое. Хотя, кстати, технически это намного проще. Он и сейчас может Конечно. уволить Но министра, теперь но уже этого будет не отвечать происходит. еще и парламент за это, потому что тоже голосовал. Ну, здесь у меня другое мнение по поводу Распределение. парламента, потому что парламент все-таки, наверное, нужно, пускай никто не обижается, текущая, сложившаяся представительный орган, да, это парламент, Да. он сегодня на 100% представительный. Речь идет о смешанной системе, да, мы вот обсуждаем в обществе, и лично я считаю, что это тоже неплохая система, смешанная система, когда политические Вы партии... имеете в виду выбор? Да. То есть сам парламент как рабочий орган, вот те полномочия, о которых вы говорите, Батал Иванович, даже излишни. Сегодня Почему парламент... излишне? Я считаю, что нет, как раз таки Парламент парламент должен отвечать. И у сегодня- нас, в конце концов, не монархия, что президент как бы будет назначать, я извиняюсь, министров, как говорится, а парламент будет сидеть только слушать и отправлять, может, только в отставку. Ну, по вашим словам, у нас 28 лет монархии, что ли? Так я вам хочу сказать, что по нашей действующей, как бы, Если на позволите, сегодняшний я день парламент передам может слово, просто да. вотум недоверия объявить. Не более. И то президент не обязан удовлетворить. А мы хотим поднять уровень парламента. Саид, хорошо, вопрос, если наверное, поднимем к вам уровень парламента. все-таки. Нет, И ну, я понял, вот что говоря о вы имеете в виду выборной качество. Ну, системе, извините. вот парламент, готовы вы ли мы имеете, сегодня такое менять всю эту систему? Есть ли необходимость и все-таки не будет ли неким таким это камнем преткновения между президентом и парламентом? Вы знаете, я не был сторонником, например, того, чтобы в Конституции прописывать избирательную систему, потому что это достаточно сложный вопрос. Я, например, относительно партии, я являюсь пессимистом большим, ну, относительно потенциала партии, потому что все-таки то, что мы сейчас видим, это политические группы интересов, это политические группы давления, но это как бы не партия в том серьезном институциональном смысле, которая должна существовать. Но я как идеалист, как юрист, эксперт, там, теоретик, я вот с этих позиций рассуждаю, поэтому, конечно, мне не хотелось бы, чтобы такой, ну, несовершенный институт, он как бы приобрел достаточно такой серьезный потенциал, и в таком своем несовершенном виде он, в принципе, и сохранится, потому что я совершенно не верю в то, что вовлечение такое партии в политическую деятельность как-то скажется на качестве их работы или что-то поменяется. Да? У нас все-таки, на мой взгляд, политическая конкуренция, она очень такой конфронтационный характер имеет. Она как бы не перерастает в такой конструктивный диалог относительно идей, повесток и так далее. Хотя и это тоже присутствует, но в меньшей степени. Поэтому, но с другой стороны, мне кажется, что мы должны двигаться в сторону того, чтобы менять нашу избирательную систему, потому что много признаков того, что эта система, она выдает ошибку, потому что мажоритарии это тоже в своем роде такие недостаточно ответственные, что ли, субъекты политики, ну, пусть никто не обижается, но, то есть, они не несут такую серьезную политическую, да, ответственность, которая, ну, могла бы там быть у них перед партиями. Поэтому я думаю, что все-таки надо думать о смешанной, наверное, избирательной системе, потому что, и это тоже для нас как бы будет экспериментом. Но вот в плане создания каких-то, я вот не вижу институциональных условий на текущий момент для того, чтобы партии качественно преобразились. Вот в чем проблема. И как бы нам нужно думать над этим, да, потому что если даже взять просто критерии закона, они очень формальные, они очень простые. И я думаю, если мы сейчас попытаемся
прогнать каждую партию через вот эти даже формальные простые критерии, которые совершенно не говорят о ее качестве, да, по большому счету, но даже этим формальным простым критериям партии не будут соответствовать. И потому что и поддержка тоже, как мы видим, партии очень ситуативная, она очень сильно зависит от вот, там, я не знаю, от какого-то такого колебания мнений, и в этом я вижу большую сложность. Я вот единственное хотел бы немного отреагировать на тезис относительно реформы это или нет, потому что я тоже думал, что скорее то, что мы сделали, это больше похоже на административную реформу, да, потому что без этого мы никак не обойдемся, мы не можем, не поменяв Конституцию, двинуться дальше. Возможно, момент назрел. Ну да, конечно, по большому счету, да, это административная реформа, это начало административной реформы. Может быть, мы как бы правильно ступили вот на этот путь, но все-таки мы как бы в сторону смешанной республики, мне кажется, в большей степени движемся, потому что мы видим, что у нас министры будут с согласия назначаться парламента, и мы еще видим то, что несмотря на то, что вот такая процедура, то есть несмотря на дважды, да, выраженное недоверие министру, он все-таки может быть назначен президентом, но тем не менее у парламента всегда будет через 6 месяцев возможность закона поставить вопрос, и он должен быть поставлен о выражении доверия тому человеку, который прошел без министру, да, который прошел без одобрения парламента. Ну, наверное, это все-таки тоже важная вещь. Вы знаете, я участвовал вот в первой рабочей группе первой комиссии по конституционной реформе, которую создавал еще в 2005 году Сергей Васильевич Багапш. Но я могу сказать, что наши тогдашние предложения еще более косметический характер имели на самом деле. Да, вот я позволю себе такую критику. Они были не очень большие. Мы опять же, вот мы как бы видели очень много сдерживающих факторов, мы видели, что политический контекст сложный, и он всегда сложный. И сейчас тоже мне, когда мы приступали к этой деятельности, тоже казалось, что такой сложный политический контекст, и мы как бы приступаем к... Это тоже могло как бы членов комиссии очень сильно сдерживать. Но мы вот пришли к тому, к чему пришли. Это, кстати, не что-то железное, то, что там мы на чем готовы остановиться. И я думаю, что можно, и я думаю, что должны поступить предложения, и не зря как бы были опубликованы. Если есть за что нас критиковать, я думаю, что... Виталий Викторович, да. как вы оцениваете работу комиссии, и были ли от вас лично какие-то предложения, которые рассматривались вообще? Дира, еще раз добрый вечер. Ну, начну с того, что вами, Рената, правильно было в начале передачи сказано о том, что сегодня практически все присутствующие в студии, за исключением Матгора Арсенба, являются членами рабочей комиссии, Государственной комиссии по конституционной реформе, что говорит, в свою очередь, о том, что между нами нет расхождений в части выработки предложений, которые уже легли на стол президента. Чем мы руководствовались? Комиссия не брала на себя ответственность в части революционных преобразований. Наоборот, мы были осторожны, как бы не испортить тот рабочий механизм, который являлся основным законом на протяжении всей новейшей истории Абхазии. Наверное, за последние 27 лет, исходя из практик, мы позволили себе некую модернизацию в той части, которая для многих стала очевидной, поскольку основной закон – это базис, который не терпит в себе там кавалерийского наскока. В обществе много говорится о взаимоотношениях между исполнительной и законодательной властью. У нас, в свою очередь, в комиссии тоже было множество предложений и в части перераспределения полномочий. Ну, основные тезисы поэтому легли на статью, как это было выше сказано, на статью 3 и 4 закона Конституции Абхазии. Если сейчас убрать всю преамбулу, поскольку до меня уже здесь многие было сказано, чтобы не повторяться, вот из основных, на мой взгляд, где мы приняли это коллегиально,
практически единогласно. В этом была суть нашей комиссии, а вопросы не проходили просто большинство. Мы друг друга убеждали в том, что в чем заключается усиление парламента, в том, что, все-таки повторюсь, в том, что министров не может назначить уже президент без согласования с парламентом. Это важно. Еще более действенным, на мой взгляд, далеко не косметическим, является то, что сошлись во мнении об упразднении должности премьер-министра. При этом хочу пояснить, что это сделано было и принято не против кого-то там, в отношении, например, действующего премьер-министра в частности. Поскольку законы обратной силы не имеют, а новшества ходят уже по завершению предыдущих практик. Можно такой уточняющий вопрос? Все-таки вот ваше личное мнение, как вы считаете, вот такое перераспределение, да, предположим, что вот парламент у нас весь оппозиционный, и вот не будет ли все-таки вот такой конфронтации между президентом и парламентом? Насколько это безопасно в плане для страны, естественно? Я полагаю, что вопрос не должен, что это манипуляция, в части конституционной реформы основного закона, он при не должен. Согласовании. Я понимаю, я считаю, что не должен там разделять на тех, кто во власти, тех, кто в оппозиции, если мы обладаем государственным мышлением. Это тот закон, который всем нам даст возможность выстроить и удержать государство, завоеванное в тяжелых, на гибели ребят. Поэтому это не тот вопрос, который в такой именно плоскости, на мой взгляд, должен рассматриваться. Да, предложения комиссии заключались в том, что значение парламента усиливается, как его ответственность, но качество парламента разве не будет учитываться? По качеству я скажу ниже, но при этом центр принятия решения остается за президентом. И это важно, поскольку он остается гарантом Конституции, и власть не должна быть размыта. В чем я согласен с предыдущим высказыванием, с Баталом Ивановичем в частности. На мой взгляд, это должно и сопровождаться и усилением роли соискателей в парламент, где на сегодняшний день практически никаких цензов не существует. Вот мы со своей стороны внесли 3 предложения, где увеличили возрастной ценз с 25 до 27. В данном случае уже нужно высшее образование в обязательном порядке и отсутствие судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям. Является ли, на мой взгляд, это достаточным? Нет, не является, поскольку только переход от мажоритарной системы, ценз, который мы все да, время вот перешагиваем? только переход от мажоритарной системы к смешанной, на мой взгляд, и на взгляд практически всех участников комиссии, является тем действенным методом, который может изменить ситуацию. Поскольку что такое мажоритарная система для зрителей, которые в этом не разбираются? Это выборность депутатов по мажоритарию, то есть по одномандатным округам. Если речь идет о смешанной системе, то из 35 депутатов 25 избираются по партийным спискам, и 15 также остаются одномандатниками. Что это нам дает в части высказывания Саида в том, что политические партии на сегодняшний день слабые и ситуативные. Я соглашусь с этим, но нам нужно предоставить условия, в результате и в силу которых они будут вынуждены укрепляться для прохождения в парламент, где будут существовать определенные там замеры. У нас появится возможность провести в парламент людей нужных, знающих специалистов для страны. В то же время и те, кто пойдут по одномандатникам, тоже значительно возрастут в качестве, поскольку на сегодняшний день соискатель в парламент походит по 4 нарезкам, там, условно говоря, в среднем по 4 селам. В случае смешанной системы это будет порядка 10-12 уже сел. Конкуренция значительно при этом возрастает. Популистские обещания в этом смысле совершенно уже далее не имеют никакого смысла, где ты в каждой отдельной деревне что-то обещаешь, исходя из бытовых проблем населения. Вот в качестве примера я хочу вам привести
Южную Осетию. Вот до последнего времени у них парламент формировался по партийным спискам, то есть только по партийным спискам и даже не по смешанным. Они в недавнем прошлом внесли преобразование, провели реформу, и теперь у них выборность идет по такой же системе, как у нас, мажоритарная. И я вам скажу, с чем они столкнулись. Общество стало абсолютно разорванным, поскольку это закрытый социум, где живет всего 45 тысяч человек, где все так или иначе друг друга знают. И вот когда стали выставляться против друг друга личности, то это переросло в конфронтацию, практически в прямую вражду, которая вбирает в себя все окружение каждого из кандидатов. Это вот тот пример преобразования и реформы, который был ошибочным. Вот в нашем случае не только я, мы там все считаем, что реформу надо проводить параллельно. Вот реформа выборности, она сегодня даже является более важной, более Мы значимой. немножко просто от темы отходим, это очень Более такая важная и более большая, значимая. обширная Спасибо. тема. Единственное, к чему Ренат, можно я ли хочу добавить вернуться, несколько вот слов? все-таки о цензе. Очень важный такой Ценз вопрос. вообще-то должны выставлять, знаете кто? Невозможно цензом, что он не судимый, не это. Государственный язык. Ценз Депутат вообще-то имеет должен право быть, не знаете, у знать кого? государственный Вообще язык. ценз знаете у Вот кого? Виталий Викторович. Рената, ценз знаете у кого? У населения должен быть, у избирателей. Да. А вот это то, что мы там, как говорится, у него образование должно быть, это народное собрание, а не палата лордов. Нет, у ну него может быть государственный- вообще не быть государственный образования. язык. Он может быть просто очень Вот умный мы опять человек. закрываем глаза на вот Порядочный. это. Ну, послушайте сюда, люди, когда избирают, пускай они смотрят, кого не избирают. Вот самый главный ценз. Правильно. Но это Они вот это законодательно ценз, же что мы как-то ему можно там, укрепить. если он такой, сякой. Они что, сами не знают, кого избирают, что ли, какого? Нет, почему знать, если мы делаем на Мы этом исходим, поблажку, простите поэтому меня, люди Баталов не Иванович, мы обращают исходим из внимания. сегодняшних Кстати, я вам хочу практик. сказать, что мажоритарная система, вообще самая демократичная, Саид совершенно правильно говорит, в мире. Другой вопрос, что такой роскошью могут воспользоваться только очень маленькие страны, как мы. Большие страны мы просто провалят. И Саид совершенно правильно говорит. У нас ни одна политическая партия более 3-4 человек не набрала. Ты же знаешь, Виталий, да? Смотрел. Ну, в смысле, кандидаты от политических На партий. прошедших Вообще парламентских выборах. никто. Потому что Саид совершенно правильно говорит. Если его сейчас Минюст проверит все политические партии, ну, я не знаю, кто там останется и соответствует нашему закону, как бы, о политических Надо партиях и сделать так далее. обязательно. Те или Кстати, иные правильно, граждане я тоже имеют считаю, право что да. принимать участие в одной и в другой партии. У нас есть Нет, в уже законе- все-таки у нас закон написано, да, что не имеет. закон, и получается, человек регистрируется в одной, в третьей, четвертой, пятой, и никакой Но это ответственности обязанность закона Минюста не проверять. несет. Проверяют. Наш Были закон, факты, когда Да, Сегодня были технически технически поддерживается. легче Требовать. становится проверять. Вы знаете, 20 лет тому назад это технически как бы было тяжело как бы сделать. И все равно, скажите мне, пожалуйста, депутат имеет право не знать государственный язык? На сегодняшний день, когда у нас это настолько болезненно, мы же внесли, вы мы же знаете говорим, поправку. мы говорим о следующих Мы же выборах. Мы внесли сейчас поправку. не касаемся, В но у парламенте нас есть. все-таки, да. В парламенте есть внесли законопроект. поправку. Саида, вы хотели что-то добавить Я, по поводу... да, пару ремарок тогда относительно как раз ценза. В Народном собрании парламента есть внесенный уже законопроект, конституционный закон о внесении изменений в конституционный закон о выборах депутатов Народного собрания, где как раз предлагалось усилить ценз за счет ценза. В том числе за счет ценза знания языка, увеличить возрастной ценз. Кстати, возрастной ценз был направлен также в Конституционный суд, он давал заключение по поводу, возможно ли увеличить, либо невозможно увеличить ценз возрастной для депутатов, и было положительное заключение. И относительно, то есть обсуждалось, было несколько заседаний комитета парламента, где эти цензы обсуждались, но, конечно, вызвали бурю различных мнений, много было мнений, были те, которые поддерживают эту идею о том, что необходимо усилять, но я согласна с Баталом Ивановичем, главный ценз это, конечно, ценз, который есть. Языковой Да. ценз. И вопрос о знании абхазского языка также было предложено о том, что возможно к следующим выборам, не к этим выборам, а к следующим выборам президента установить вес получается? обязанность для кандидатов, которые регистрируются и хотят стать депутатами Народного собрания, чтобы они владели абхазским языком. Насколько эта норма соответствует Конституции, не соответствует, тоже было много обсуждений по этому поводу. Но пока это находится на стадии обсуждения в рамках законопроекта, который еще, насколько я знаю, в первом чтении тоже не принят. Я хотела пару ремарок. Вот Саид говорил о том, что использовал уже другой термин административная реформа, как бы у нас тема конституционная. Вот здесь хотела бы небольшую как бы границу провести все-таки.
Есть моменты, которые связаны с организацией внутри исполнительной власти. Это уже административный реформ, то есть понимание, как сделать так, чтобы министерства, центральные органы госуправления, госкомитеты, управления, службы, как их оптимизировать и сделать так, чтобы они осуществляли управление той или иной сферой хорошо, скажем так. Это уже в рамках происходит административной реформы. Вот Адгур Миранович тоже об этом говорил, в предложениях, которые были сформулированы, есть там и предложения, касающиеся конституционной реформы. В частности, вы тоже предлагаете, насколько я помню, упразднить должности вице-президента и премьер-министров. Пошли, мы и предложили готовую структуру Да, кабинета и министров вместо есть- 30-12. Есть также предложение по административной реформе. Здесь хотелось бы разделить. Мне кажется, в рамках административной реформы, вот как Адгур Миранович верно подметил, это решается указом президента. У нас вот с момента принятия Конституции первый указ президента, определяющий структуру, был принят в первых числах января 1995 года. И с этого момента у нас было принято уже около 60 указов президента, которые определяют структуру Кабмина. То есть у нас за это время, за этот период с 1995 года система и организация исполнительной власти внутри, то есть какие у нас есть министерства, госкомитеты, управления, службы, инспекции, она много раз очень менялась. И в принципе сейчас у нас уже есть накопившийся большой опыт. Мы можем сказать, в каких те или иные конфигурации к чему привели. То есть если какой-то удачный опыт, мы можем это поднять и положение об этих министерствах, и посмотреть и структуру этих министерств. И сейчас этим мы занимаемся. То есть выявлять опыт тех структурных преобразований, которые были уже проведены, для того, чтобы выявить, какие были у нас положительные тенденции, то есть какой опыт можно перенять из нашего прошлого опыта. Кроме того, нужно отметить, что, конечно, с момента, как была принята Конституция, у нас число центральных органов госуправления росло. И если, например, в начале это было 15, да, количество, с 11 мы министерства начинали, то постепенно мы увеличить, поступательно происходит увеличение и числа министерств, и госкомитетов, и служб, и так далее. Наблюдается, я вот, исходя из анализа, можно сделать вывод, что сразу после президентских выборов число сокращается там, на полгода, но буквально через полгода следующими указами президента, определяющими структура увеличивается. Обратно мы возвращаемся к той же тенденции. У нас постепенно происходит поступательный рост количества центральных органов госуправления. И, конечно, тут нужно понять, насколько, ведь задача не только упразднить или объединить. У нас уже этот опыт был, и мы реорганизовывались, министерства объединяли, их выделяли. Нужно понимать, для чего мы это делаем. Потому что главная цель, для чего мы это делаем, нужно определить, насколько это было эффективно. И вот здесь как раз определить те удачные опыты и их потом реализовывать. При этом у нас есть министерство ведомств, которые вообще за все это время ни разу не претерпели никаких структурных изменений. Они как и были, там, Министерство обороны, внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство юстиции. Вот они как с момента их создания, так я думаю, что вот как раз вокруг этих министерств ведомств, которые вот опыт показывает, что они не были реорганизованы серьезным образом, можно как раз наращивать систему и структуру центральных органов госуправления. Спасибо большое, уважаемые гости. Мы больше часа в эфире, и сейчас я предлагаю вам каждому высказаться по этой теме. И все-таки, чего мы ждем от реформ, какая главная цель у нас от реформ, и что в конечном итоге получит наш обычный гражданин, который сегодня смотрит наш прямой эфир. Астамур Гергис, с вас начнем. В принципе, весь эфир посвятили рассказу об этом. Но если кратко резюмировать, в результате этой реформы мы получим более мобильную, более прозрачную, более ответственную перед обществом и перед парламентом власть. Вот, если вкратце. Конечно, у нас впереди еще другие, более сложные задачи стоят. Это и реформирование избирательной системы. Вот. Но это все-таки можно сделать не путем реформирования Конституции, а путем реформирования соответствующего законодательства. Наша Конституция этому не препятствует. Вот. Просто нужно за этот вопрос взяться. Вот, все, пожалуйста. Адгур Миранович. Я уже небольшой скепсис выразил, пускай никто не обижается. В данной конфигурации исполнительной власти, вообще политической конфигурации, я никаких перспектив
не вижу люди старой формации, с формацией старой не по возрасту, а взглядов и формирования подходов, они не способны включиться в реализацию современных задач, вести нас в будущее. Но ничего страшного в этом тоже нет. Этот этап мы тоже пройдем. Мы должны говорить о любых реформах с точки зрения конечного бенефициара, конечного получателя результата этих реформ. Мы можем среднюю температуру по больнице мерить сколько угодно, но вот граждане нашей страны, вот есть, я экономист, никуда от этого не уйдешь, есть пирамида Маслоу, это знаменитая пирамида, состоящая из 5 пунктов. Вот в самом низу этой пирамиды находятся физиологические потребности, это тепло, электричество. Вот сейчас новость пришла о том, что линия Чегвара, значит, я даже не знаю, нас кто-то смотрит в Абхазии, свет есть в республике или нет. То есть линия Чегвара, там обрыв произошел. То есть когда нет в домах света, когда нет тепла, когда мы не можем обеспечить качественным образованием, медицинским, охраной здоровья, мы немножко, вот, к сожалению, у нас хорошие специалисты есть. Классификация потребностей. Я говорю о том, что вот в реализации этих задач, в том, чтобы конечный потребитель, наш гражданин, рядовой, простой гражданин, на себе почувствовал изменения, я в этой конфигурации, ни в коем случае не в работу комиссии имею в виду, эту работу еще реализовать надо. А чтобы ее реализовать, у вас должны быть соответствующие возможности и желания, воля. Вот этого, к сожалению, я не наблюдаю. Но, еще раз говорю, вот то, что мы предлагали, Рената, вот я прошу прощения, вот здесь вот сегодня 30 центральных органов власти, да, 14 министерств, там 8, 16 комитетов и служб и так далее. Ничего не мешает, пока мы находимся в этой студии, ну, Саида Рушнева здесь, там у нее есть референты, написать новую структуру, вот мы что предложили, 12 центральных органов, сократить более чем в 2 раза. Это не нужна никакая ни конституционная реформа, ничего абсолютно. Это можно написать, пока мы здесь с вами разговаривали. Вот этого я не вижу. Если бы я это видел бы сегодня, уже за 2 года, там, была же программа предвыборная, что там и реформа госуправления, реформа всего на свете, на практике мы видим, что это все оказалось не реализовано. Вот когда вот это все я увижу, тогда я поверю в то, что прекрасные идеи, которые здесь Саида Рушнева озвучивает, Батал Иванович, остальные все уважаемые люди, Саид Игоревич, рад вас с вами познакомиться. Вот тогда я поверю в то, что это будет реализовано, и наш гражданин, мы с вами все почувствуем вот эти перемены на себя. Пока, к сожалению... Батал Иванович? Хочу тебя огорчить. Дело в том, что если исходить из потребностей нашего населения, если сравнить с тем, что у нас было, растут, и слава Богу. Я имею в виду, А почему мне это должно огорчить? значит, и слава Богу растет. Дело в том, что и потребности, и возможности растут, и дальше будут расти. Я же в этом году, если на то дело пошло, вынужден вас огорчить, как бы, по-моему, профицитный бюджет, которого никогда не было. А почему меня Когда это мы должно говорим- огорчать, я не могу понять. Потому что вы говорите в пессимистическом тоне, а я говорю в оптимистическом. И я считаю, что в дальнейшем будет еще Иванович, лучше, я в этом даже не сомневаюсь. про А что бюджет касается мы лучше не реформы, будем говорить, конечно, это- можно сделать 12. Очень легко. Просто вы 12 назовете, а все, которые есть, вгоните в одну, и они будут 12. А содержание будет то же самое. Так Начальников тут не будет меньше. Тут надо менять содержание. И потом, давайте назовем вещи своими именами. У нас заработная плата госслужащих, в тех же министерствах и так далее и тому подобное, достаточно маленькая. Некоторую часть государства на себя взяло как социальный проект предоставления, при том, что у нас большая безработица. При этой заработной плате очень многие специалисты работают в разных министерствах. Конечно, любой руководитель, который приходит, ему очень тяжело сократить штат, где 6 тысяч рублей заработная плата, он платит специалисту. Естественно, это тоже серьезный факт. Можно оставить там 5 человек, всех остальных выгнать, как говорится, заменить. Можно. И такое можно делать. Но здесь встает другой вопрос тоже. Вы же сказали, самое главное, бенефициары – это люди, чтобы людям было хорошо. Поэтому нужно предусматривать разные вещи. Вполне вероятно, когда сохраняются рабочие места для того, чтобы
обеспечить людей каким-либо моментом, связанным с финансированием и так далее. Я думаю, что все остальные, которые были руководители, они тоже считать умели, думаю, что не меньше меня разбирались. Я имею в виду и президенты, которые были, все. Значит, это другой вопрос. Самое главное — содержание. Суть этой реформы заключается в том, чтобы поднять ответственность парламента. Соответственно, люди будут знать, что тот или иной их представитель несет ответственность так же, собственно говоря, как и президент, которого они избрали, за действующего министра, не парламента, естественно, надо поднимать. С Саидом я согласен, к великому сожалению, и с Виталиком, что имеем то, что мы имеем, но люди сами должны определять, кого они избирают, извините меня. В нашей традиции абхазской, если даже вы куда-то отправляете своих, скажем, извините меня, на свадьбу представителей, туда вообще-то выбирают самых лучших соседей, родственников, которые могут этот груз ответственности там понести. Презентовать, да. Абсолютно правильно, презентовать. Так и простите меня, депутата нельзя презентовать, который как бы вот будет, а не по другому принципу, а не потому, что он там, я извиняюсь, это улицу заасфальтировал. Вот это ответственность такая, круговая должна быть, маленькое общество. Все должны понимать, что если он избирает и делает плохого депутата, избирает, значит, он будет соответствующим образом все остальное. То же самое везде. Плохо поучился, получаешь плохого врача от здоровья губишь. Ну, все это взаимосвязано. И люди пока сами не поймут, так оно и будет. Ну, Батал Виталий Иванович Викторович. как бы прокомментировал то, что я сказал, я чуть дополню, 2 слова, прошу прощения. Батал Иванович выражает свою точку зрения, я, в принципе, не могу с ним спорить, он депутат парламента, но я сейчас же говорю не про вас, Батал Иванович, и не про вашу Я точку про зрения, ситуацию я говорю говорю. про действующего главу государства. Я про ситуацию говорю. Ваши позиции с ним расходятся, ну, из того, что вы говорите, потому что, когда он был в оппозиции, он жестко выступал за сокращение госаппарата, очень часто об этом говорил. Более того, он говорил о том, что он собирается мы упразднить еще не знаем, что он Конституционный будет суд. Было такое, как бы, да, ну, уже 2 года прошло, мы пока этих не видим. То есть, вот то, о чем вы говорите, это ваша точка зрения, я ее принимаю, но она расходится с тем, что говорил Не Асан совсем Леонидович так. Джани. Не И на совсем. практике, ну как не совсем? Не так? совсем, потому что вы Ну, должны знать, было что 12 когда этот президент министерств, шел, стало как бы, я его 14. тоже поддерживал. Ну, И меня смотрел тоже эту кто-то программу поддерживал. тоже, как бы. И Да. там было написано про сокращение Ну, госаппарата. я же не говорю о том, что, понимаете, А вы в чем говорите, дело? сокращать госаппарат нельзя. Нет, я не сказал нельзя, его надо сокращать. Но его надо с умом сокращать, а не делать формальные вещи. Сократить из 20, сделать 10, а на самом деле суть остается, просто названия другие. А кто мешает суть это сократить? А дело в том, что чтобы суть сократить, нужно, как говорится, очень серьезно изучить и посмотреть на ситуацию. Ну, Вы же изучайте, сами говорили кто здесь, виноват. что вот у нас была хорошая программа 25 шагов, но не получилось. Хорошая же была, но не получилось. Почему? Потому что там были, видимо, проблемы, а не потому, что вы не хотели. Вы что, не хотели увеличить экономику в 3 раза, что ли? Хотели? 5 Но раз. это же, да хоть в 10 раз. Кто это не хочет? Все хотят. Но другой вопрос возможности, это другое дело. То есть Виталий сегодняшнее Викторович, нет пожалуйста, возможности ваше это все мнение по реализовать, поводу- правильно? Не просто так. Можно. Ну я знаю, что не просто так, я же тоже не Но оно улицы делается прошел. каждый, Я практик, у меня каждый есть день практика. делается. Но для того, о чем мы Уважаемые говорим, это гости, очень легко реализовать. мы Да. должны У передать нас еще слово. будет. Да, эфир еще впереди, у нас еще много разных Бакалавр тем. очень интересные оппоненты. Обязательно пригласим. Да, Виталий спасибо. Викторович, все-таки какие Знаете, надежды находясь возлагаем? во власти и будучи в оппозиции, мне всегда удивляло, когда в исполнительной власти, вообще на высокие должностные должности проходили люди с колоссальными имиджевыми потерями и сомнительной профпригодностью. В данном случае, я надеюсь, мы надеемся на то, что парламент станет тем фильтром, который поставит заслон в назначении таких людей, которые кроме там иронии и раздражения со стороны населения ничего не вызывают. Касательно упоминания абхазского языка, я вам скажу следующее, что мы, как народ, являемся немногочисленным и значительно ограничены в своих ресурсах. В то время, когда мы отстаем от стран нас окружающих в своем развитии, что может чревато закончиться для нашей государственности, купировать себя там
в своей там этнической там нации, я считаю, будет неправильно, и скажу не из там прямой своей заинтересованности, абсолютно нет. Вы знаете, абхазский язык, об абхазском языке говорят все, кроме филологов, кроме специалистов на местах. И важно, чтобы абхазский язык стал общепринятым, действенным, начиная с детских садов, начиная с школ, поскольку мои дети как раз пребывают сейчас в этом возрасте, и мы семьей прикладываем колоссальные усилия для того, чтобы они абхазским языком владели. Вот в абхазском садике, в котором у меня находится младшая дочь, там из 40 человек, только из 40 детишек, только 3 разговаривают на абхазском, в абхазском садике. Пока разговаривают. Да, и 3. И в силу этого... Афонский садик приводите Да, на в том, все силу разговаривают. этого с ними общаются только на русском языке. И они у меня туда ничего не приносят. Пока мы намеренно и специально дополнительно не занимаемся с детьми. Касательно школы та же ситуация. 10-я школа, абхазский класс, где тоже там классы переполнены, порядка 42-43 человек, и обратно 34 человека, которые владеют абхазским языком, а все остальные нет. Вследствие чего учителя вынуждены, в принципе, говорить на русском А вы языке. дома на для того, каком чтобы- языке с детьми говорите? У меня традиционная абхазская семья, и по отцу, и по матери абхаз. У меня супруга абхазка, где в данном случае мы прикладываем усилия, где я, собственно говоря, вот учу и формирую вместе с детьми, как бы это смешно бы ни казалось, это происходит, да, это происходит в игровой форме, но речь же не идет там о каждом из нас в отдельности. Там, если речь идет о государстве как таковой, все мы, в общем-то, песчинка, и мы свое можем отложить. Просто купируя сверху, мы ничего не добьемся, кроме того, что наработаем себе новые проблемы. Это нужно историю нам двигать снизу. И вот здесь я вижу беду, где у нас те семьи и те люди из моего близкого окружения, которые в первом поколении приехали с села, и каждую субботу-воскресенье ездят в село обратно, у них уже дети понимают, но не разговаривают на абхазском. То есть купировать это таким образом, о котором вот вы говорили и упомянули, это абсолютно нерабочий, неправильный подход, который ограничит и так небольшие наши возможности. Ваша позиция по нашего этому вопросу ясна. Все-таки чего вы ожидаете от этих реформ? Я в первой части об Да, этом вот сказал, о том, дальнейшее, что если по этому вопросу. прохождение в исполнительную власть и на высшие должностные назначения будут люди профессионально пригодные, с соответствующей репутацией, которые открывают там свою трудовую книжку не при назначении только на данную должность или вообще непонятен откуда и как этот рост сформировался. То есть все должно быть закономерно, последовательно, и парламент, на мой взгляд, будет тем фильтром, который будет ограничивать те злоупотребления, которые имеют обыкновение быть в исполнительной власти. Спасибо большое, Саид. Насколько мне известно, ваше мнение в некоторых вопросах в конституционной реформе глобально изменились по ходу вашей работы. К примеру, как от должности премьер-министра. Вы сначала были за должность, затем ваше мнение изменилось. И все-таки вкратце, почему ваше мнение так глобально изменилось и что вы ждете от этих реформ? Ну, оно на самом деле не так глобально, конечно, по поводу фигуры премьер-министра. Действительно, я согласился с теми аргументами, которые предложили, хотя мы очень, вот Астамур Георгиевич вспомнит, что мы очень так жестко оппонировали, я думаю, друг другу достаточно жестко, и мне так показалось, может быть, в этом отношении. Но довольно рациональные аргументы, и я принял идею вот эту рационализации исполнительной власти, потому что она как бы от практики исходила с большим опытом. Вот, и оптимизация этого процесса – это очень, очень важное как бы достижение, на мой взгляд. Поэтому, конечно, я согласился вот с той моделью. И потом, в принципе, этот процесс обсуждения, он предполагает, что мы все-таки идем на какие-то компромиссы. Может быть, я как бы продолжаю в каком-то смысле считать, что
скажем, премьер-министр, в то же время он еще и аккумулирует в себе очень важные полномочия, и кто-то должен будет заниматься согласованием вообще деятельности министерства, если потребуется какая-то комплексная, взаимосвязанная работа и так далее. Но я опять же понимаю, что, конечно, это новый вызов. Это всего лишь новый вызов, значит, нужно что-то менять в законодательстве, потому что на самом деле тут такая ситуация, что перед нами, конечно, окно возможностей какое-то, да, открывается, формируется новый формат отношений, должна нарабатываться абсолютно новая практика. И тут, конечно, может на первый взгляд показаться, что мы на самом деле, ну, так, слегка копнули, но то, что будет происходить потом, это могут быть, потенциально могут быть, потому что могут и не быть, да, потому что все эти процессы политические, они могут быть как бы подорваны практиками такими негативными, все это может быть, и об этом надо думать. Но потенциально у нас может сложиться новый формат отношений между президентом и парламентом, потому что у парламента существенные полномочия теперь в отношении правительства могут быть, да, и поэтому это новая конституционная практика. И надо не забывать, конечно, что Конституция — это всего лишь такая вершина айсберга, и мы очень должны четко подумать над конкретным наполнением, над отдельными законами специальными. И, кстати, мы очень мало сказали о парламенте, потому что парламент тоже, вот относительно языка, мы, конечно, все согласны, что нам надо обязательно сохранять идентичность, и этот путь когда мы признаем, что там, существенные посты в нашем государстве не должны обязательно сопровождаться этим цензовым требованием, это важное требование, хотя мы тоже должны думать, как создавать условия для людей, которые не являются, да, абхазами по национальности, но мы не можем их исключать из политического, не должны вообще, нам в голову не должны наши граждане исключать из политического процесса. И как нам создавать условия для того, чтобы те, кто хотят вовлечься в политику, чтобы они могли изучать, и даже в таком возрасте достаточно серьезном, да, некоторые, в школах не проходят, у нас есть русские школы, у нас есть армянские школы и так далее, как-то надо обратить внимание на это, да, и нам нужно думать о том, как вот все-таки сохранить то, что замечательно есть в нашей традиционной культуре, с современностью, с модернизмом и так далее. Это очень большая проблема, и это вопрос нашего выживания в современном, глобальном, цифровом обществе, и у нас, по-моему, нет пока, да, каких-то ответов на эти вызовы. Они гораздо страшнее и пугающие, да, чем наша политическая реформа. Саида Душнина, все-таки что мы ждем от реформ и какой конечный результат должны получить наши граждане? Если политики все понимают, как, где должно лежать, как стоять и с чем это есть, то обычно обыватель, он, который должен получить конечный результат, должен понимать вообще, для чего все это делается. Тут, конечно, сложно не согласиться вот с нашими гостями студии. Конечно, от этой реформы должно быть хорошо нашим гражданам. И это никто с этим спорить не будет. Но при этом мы должны четко понимать, что у нас не должно быть реформы ради реформы. Не для того, чтобы ее провести, поставить галочку, и вот мы какие хорошие, и мы сделали это, и как достижение свое. Мы должны просчитать, что нас в конце ждет. Да, вот я согласна с Баталом Ивановичем, просто объединение министерств, их количество уменьшения само по себе не повлечет, я думаю, само по себе никакого позитивного эффекта. Вот сейчас, из той работы, которая текущая идет сейчас, мы сейчас всю подготовительную работу потихоньку делаем, чтобы зрители тоже знали. Все положения, которые регламентируют деятельность министерства, отдельных центральных органов, мы их анализируем, избыточное правовое регулирование исключаем из положений. Если есть какие-то пересечения между двумя полномочиями двух министерств и ведомств, да, чтобы не было никаких конфликтов интересов, эти все полномочия исключаем из положений. То есть всю подготовительную работу, которую можно в текущем режиме провести, она ведется. Но при этом нужно четко понимать, чтобы провести эту работу по административной и конституционной реформе. Это, во-первых, как я уже сказала, это понять, как мы это будем делать. И второе, отразить это уже в нормативно-правовых актах. Я со Стамуром Георгиевичем тоже согласна. Это большой массив нормативных документов. В частности, если не будет такого органа, как Кабинет министров, все полномочия надо будет перераспределить и закрепить за отдельными министерствами и ведомствами. Я тут думаю, что хотела бы также сказать, что
Вот я послушала всех. Я понимаю, что кроме Адгура Мирамиса все являются членами комиссии по конституционной реформе. И у нас с вами одна страна, у нас с вами одни проблемы. И президент включил в комиссию по конституционной реформе совершенно представителей разных общественных движений, политических партий, именно для того, чтобы мы все вместе подумали и пришли к какому-то консенсусу, поняли, как нашему государству и нашему обществу будет лучше. И надеюсь, что в рамках этой работы мы все к этому консенсусу придем, потому что цель у всех у нас одна. Это благосостояние и наших граждан. Кстати, Мы премьер-министр наш, мы Ренат, больше часа в он не эфире. классический Спасибо. премьер-министр, чтобы вы Спасибо знали. большое, что вы сегодня нашли время и пришли к нам в студию. В Неоклассический. первую очередь хочу поздравить вас и наших граждан с завтрашним, Тоже я могу сказать, великим таким праздником. Всех благ вам и нашему населению. Тема достаточно обширная, и захватить ее вот в таком маленьком формате просто невозможно. Скорее всего, мы вернемся к этой теме и обсудим все остальные вопросы, которые сегодня мы просто не затронули. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Спасибо. Итого, Спасибо. спасибо. Премьер-министр должен знать, как на Кавказском